Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амши-Укшара. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба провел совещание с представителями профильных ведомств и подрядных организаций по вопросам реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия 2017-2019 годов. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Как говорится в сообщении, глава правительства подчеркнул важность оперативного взаимодействия между организациями, занятыми в строительстве. При этом премьер-министр подчеркнул, что подрядные организации должны точно соблюдать установленные сроки. По итогам совещания Валерий Бганба дал ряд поручений по повышению эффективности строительных работ. Каждый ответственный руководитель и представитель подрядной организации должен сделать все возможное, чтобы работы на объектах, запланированных к сдаче в текущем году, были сделаны качественно и в срок, заключил глава правительства. Первый вице-премьер Даур Аршба посетил промышленное предприятие СПС «Кавказ» в Гудауте в рамках деятельности межведомственной рабочей группы, созданной в целях определения стоимости имущественного комплекса завода по производству полимерных труб, сообщает пресс-служба правительства. Члены рабочей группы осмотрели имущество завода, принадлежащего на правах собственности СПС «Кавказ», ознакомились с документацией предприятия, оценили техническое состояние его имущественного комплекса. Как отметили сотрудники предприятия, вся техника исправно работает. Комплекс представляет собой две полосы, производящие полимерные трубы разного диаметра. Оборудование для производства гладких труб, применение которых актуально для Абхазии, сегодня находится в исправном состоянии. Производимая продукция находит применение внутри страны в организации водоснабжения или укладки канализационных систем. Более того, у завода есть возможность наращивать комплекс, тем самым увеличивать производимость. По словам первого вице-премьера, руководителя межведомственной рабочей группы Даура Аршба, в соответствии с законодательством республики для оценки материальных активов и установления объективной стоимости комплекса к работе будет привлечена независимая оценочная компания. По итогам деятельности межведомственной рабочей группы соучредителю и собственнику имущественного комплекса СПС «Кавказ» Михаилу Панову будет направлено предложение о приобретении оборудования предприятия правительством республики на основании соглашения между Абхазией и Россией о поощрении и взаимной защите инвестиций. 2 апреля примерно в 8:30 утра в селе Кутол Учимчирского района во дворе дома, принадлежащего семье Воуба, произошел взрыв неустановленного устройства, в результате чего тяжелые ранения получила Надежда Хаджаратовна Воуба, 1954 года рождения. По предварительным данным, взрывное устройство сработало вблизи принадлежащего пострадавшей автомобиля «Хонда», когда Надежда Воуба намеревалась выезжать на работу. Приняты оперативно-розыскные меры по установлению лиц, причастных к данному преступлению. Надежда Воуба сама медработник, заместитель главного врача Учимчирской районной больницы. Она госпитализирована. В Агудзерском госпитале ей проведена операция. Сегодня в 9:30 в Центральный военный госпиталь из Учимчирского района села Кутол была доставлена Воуба Надежда Хаджаратовна, 1954 года рождения, с диагнозом минно-взрывная травма, травматическая ампутация по верхней трети правой голени, закрытая черепно-мозговая травма, геморрагический шок первой степени, множественные оскольчатые ранения лица, левой нижней конечности, ушиб легких с обеих сторон и гемопневмоторакс. В экстренном порядке была подана в операционное отделение, произведена операция, так выполнена ампутация верхней правой голени, дренирование плевральных полостей. На данный момент состояние стабильно тяжелое, находится на аппарате ИВЛ. Как сообщает МВД Абхазии, по данному факту прокуратурой Учимчирского района возбуждено уголовное дело по статье покушения на убийство, совершенное общеопасным способом. 2 апреля в Сухуме состоялась встреча ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, представляющих ветеранские организации АБАШ, АРУА, партию Амсахара и ряд других организаций. На встрече было решено создать рабочую группу с участием представителей всех вышеперечисленных организаций с целью недопущения кризисных ситуаций в общественно-политической жизни страны на предстоящих президентских выборах.
В Сочи на базе одной из городских больниц состоялось совещание по вопросам оказания медицинской помощи в рамках ОМС медицинскими организациями Краснодарского края гражданам России, постоянно проживающим на территории Абхазии. Абхазскую делегацию на встрече возглавил министр здравоохранения Томас Цахнакия. Российскую – помощник министра здравоохранения Анатолий Гулин. Как сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии, состоялась продолжительная и обстоятельная беседа. По итогам совещания министр здравоохранения Абхазии Томас Цахнакия отметил, что встреча очень важна, так как является следствием подписания соглашения с Краснодарским краем в декабре прошлого года о реализации обязательного медицинского страхования для граждан России, постоянно проживающих в Абхазии. Мы обсудили текущие вопросы, связанные с организацией обязательного медицинского страхования для наших граждан, а также все те положения, которые были отмечены в вышеуказанном соглашении. Отметили необходимость совместной работы между учреждениями Республики Абхазия и Краснодарского края. А также договорились о том, что будет создана совместная рабочая группа, и каждое ведомство и Минздравы наши, соответственно, включат в план своей работы на текущий год те мероприятия, о которых мы сегодня говорили. Самое главное для нас это обеспечение на пациентов специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях, прежде всего Краснодарского края. Но мы также обсудили и другие вопросы двустороннего сотрудничества и нашли такое полное взаимопонимание с нашими коллегами. Поскольку, как я отмечал ранее, это наш первый проект, собственно говоря, и для Российской Федерации. Это первый опыт, когда система обязательного медицинского страхования вышла за рамки Российской Федерации, хотя в отношении своих граждан, проживающих на территории другого государства. Поэтому возникают определенные вопросы, на которые мы должны, безусловно, в таком рабочем порядке решать. Я уверен в том, что этот процесс пойдет еще более активно, и то, что было отмечено и в ходе сегодняшнего нашего совместного совещания, и в последующем, я думаю, что все вопросы, связанные с организацией оказания медицинской помощи, будут урегулированы. Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов выразил благодарность коллегам за продуктивную работу. Хочется поблагодарить по итогам встречи Министерства здравоохранения Российской Федерации, непосредственно Анатолия Николаевича Гулина, который приехал для того, чтобы рассказать позицию Федерального министерства здравоохранения Российской Федерации. Также хочется поблагодарить министра Абхазии Цахнакия, который действительно поднял те вопросы, которые касаются именно жителей Абхазии, и они направлены на то, чтобы оказать действительно помощь и лечение жителям Абхазии. Совместно, я думаю, Министерство здравоохранения Краснодарского края и Министерство Абхазии выработают единую тактику оказания медицинской помощи данным пациентам. Помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин также отметил, что намечен план совместных мероприятий, чтобы медицинская помощь гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии, оказывалась более качественно. Есть определенные проблемы, которые сегодня мы обсуждали. Я думаю, что в рамках этого обсуждения у нас состоится такой более тесный диалог между Республикой Абхазия, в данном случае Краснодарским краем. Намечена совместная работа. Краснодарские коллеги будут выезжать в Республику Абхазию, абхазские коллеги будут приезжать на базы лечебных учреждений Краснодарского края. Все это вместе взятое послужит более качественной и продуктивной работе по оказанию медицинской помощи гражданам, которые обращаются в лечебные учреждения Российской Федерации, в данном случае Краснодарского края.
Делегация Народного собрания Абхазии во главе с заместителем спикера парламента Левоном Галустяном принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию законодательного собрания Ростовской области. Представители парламентской делегации передали своим ростовским коллегам поздравительный адрес спикера Народного собрания Валерия Кварча, председателю законодательного собрания Ростовской области Александру Ищенко. В письме Валерий Кварча выразил уверенность, что сложившиеся деловые и дружеские связи законодателей Абхазии и Ростовской области России будут и в дальнейшем служить развитию различных сфер абхазо-российского сотрудничества. В Симферополе 5 апреля открывается 8-й международный туристский форум «Открытый Крым», в котором примет участие делегация Министерства по курортам и туризму Республики Абхазия во главе с заместителем министра Астамуром Барцец. Это 8-й по счету международный туристский форум, организатором которого выступает Министерство курортов и туризма Республики Крым при поддержке Федерального агентства по туризму. На форум приедут делегации Индии, КНР и курортных регионов России. Второй Сухумский международный кинофестиваль пройдет в Абхазии с 4 по 8 апреля. О том, как проходит подготовка к фестивалю, какие фильмы будут показаны абхазскому зрителю и каких гостей ждет Сухум, рассказали организаторы фестиваля на пресс-конференции в пресс-центре «Спутник Абхазия». Смотрите репортаж Саида Джарсаля. До церемонии открытия второго Сухумского международного кинофестиваля осталось несколько дней. Организаторы масштабного мероприятия и в этом году подготовили не менее интересную программу. Я думаю, что, как и в прошлом году, у нас все пройдет гладко. По крайней мере, мы все сделаем и стараемся для этого, для того, чтобы все прошло на уровне. И самое важное, что и приятное, и радостное, что этот фестиваль имеет свое продолжение уже второй год, уже некая традиция уже завязалась. Я думаю, что и в последующие годы мы будем также проводить этот фестиваль, и цифра перед названием будет меняться. Второй Сухумский международный кинофестиваль примет порядка 80 гостей из России, стран Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. В этом году на участие в кинофестивале было подано свыше 3000 заявок. Из них на конкурсную программу отобрали около 30 короткометражных игровых фильмов продолжительностью от 10 до 30 минут. Среди них и картина абхазского режиссера Джанико Цурцумия под названием «Гость», снятая по мотивам одной из новелл Михаила Лакарба. Помимо конкурсных просмотров на кинофестивале пройдут 3 спецпоказа, одним из которых будет мультфильм. Оценивать киноленты будет международное жюри, в состав которого входят известный российский кинорежиссер Алексей Федорченко, актриса театра, кино и телевидения Ирина Волкова, российский режиссер Нигина Сайфулаева, известный голландский кинокритик Майк Навс и абхазский режиссер Ада Квирая. По словам организаторов, зрителям будет представлен самый широкий спектр короткометражных картин – мелодрамы, триллеры, комедии, комедийные мелодрамы и драмы. У нас есть цель познакомить абхазского зрителя с самым большим количеством жанров, с самыми разнообразными формами, и в том числе современными формами в современном кино. Среди участников, как призеры, участники Каннского фестиваля и других европейских фестивалей, так и участники Кинотавра. Программа у нас очень сильная с художественной точки зрения и со зрительской тоже. Ну и еще один наш критерий, один из критериев, по которым мы отбираем фильмы, это мы надеемся увидеть в Абхазии людей, которые завтра будут делать большие культовые полнометражные фильмы, участвовать в крупнейших европейских фестивалях. И наши прошлогодние участники, в общем-то, уже близки к этому, и мы надеемся, что и в этом году будут такие же талантливые ребята, которые через лет 10-15 уже будут говорить, что когда-то их первый фильм показали в Абхазии. Для нас это важно, поэтому мы стараемся такие таланты находить по всему миру. 8 апреля, в последний день работы кинофестиваля, состоится награждение победителей. Также будут отмечены лучшие режиссерская и операторская работы, а также лучший сценарий и актер. Помимо основной программы кинофестиваля, организаторы готовят для гостей и экскурсионно-развлекательную программу. Учитывая то, что у нас показы будут вечером, с самого утра и до обеда мы будем их развлекать, будем возить их каждый день на экскурсии. Это Новый Афон, Рица, по Сухуму будет у нас экскурсия. Будет очень интересный мастер-класс для участников по приготовлению абхазской еды. Делаем все для того, чтобы они больше узнали вообще об Абхазии, об абхазской культуре, о людях. Ежедневно показы фильмов будут разделены на 2 блока в 5 и 8 часов вечера. Все желающие имеют возможность приобрести бесплатные билеты в кассах Русдрама имени Фазиля Искандера.
Саид Жарсаля, Инала Гухава, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. В Москве в рамках благотворительного проекта «От сердца к сердцу» состоялись концерт детской хореографической студии «Яйрума» и аукцион. Все собранные от мероприятия средства пойдут в помощь подопечным фонда «Ашана». Международный благотворительный проект культурно-благотворительного фонда «Ашана» «От сердца к сердцу» начал свою эстафету осенью прошлого года. Проект призван объединить усилия людей, проживающих за пределами Абхазии, для помощи больным детям. Детская хореографическая студия «Яйрума» приняла «Хрустальное сердце» от своих предшественников – студии «Гагрыбш». Все расходы, связанные с гастролями, берут на себя родители юных артистов. Тем самым они хотят научить детей добру и состраданию. Очень важно, когда ребенок учится делать что-то доброе, учится помогать ближнему. А в первую очередь это помогать именно ровесникам, таким же деткам, как и они. Они учатся понимать, сострадать и поддерживать. То есть они понимают, что сегодня через их творческие успехи они могут спасти чью-то жизнь. По условиям фонда все собранные средства идут в помощь конкретному ребенку. Руководитель международного направления фонда Эсма Хагба с радостью объявила, что ранее объявленный сбор на имя Амелии Князевой закрыт. Необходимая сумма собрана. Это дало возможность перечислить все средства уже в помощь другому ребенку – Виктории Айба. Проект набирает обороты. Все больше людей хотят принять в нем участие и таким образом оказать посильную помощь маленьким соотечественникам. Это международный проект от культурно-благотворительного фонда, направленный на то, чтобы делать людей добрее, сердечнее, чтобы мир менять к лучшему. И, соответственно, самое главное, то, чтобы помогать с помощью сбора средств, которые происходят на благотворительном концерте, помогать тому или иному ребенку. Мы в прошлом году приняли решение, чтобы проводить такого рода мероприятия и собирать людей, собирать интересных людей, собирать интересные проекты, направленные на объединение абхазов, живущих за пределами Абхазии. В рамках проекта был объявлен и аукцион. В качестве лотов были выставлены личные ценные вещи людей, известных в Абхазии за ее пределами. Так, 2 картины предоставил художник Адгур Ампар, а Тимур Соломка подогнал автомобиль, на котором он принимал участие в ралли. Наш прославленный футболист Ахрик Цвейпа подарил слепок собственной ноги. На аукционе были предоставлены также монеты Национального банка Абхазии и работы дизайнеров. На благотворительную акцию отозвались не только наши соотечественники, но и жители Москвы. Так, уникальные работы ручной выделки предоставила дизайнер Светлана Копнева. И, конечно же, все собравшиеся с нетерпением ждали начала выступления юных артистов. Кстати, воспитанники Яйрума приняли участие в фестивале «Москва верит талантам», где стали победителями сразу в нескольких номинациях. Руководители ансамбля, народный артист Абхазии Вахтанг Возба и балетмейстер Анжела Дбар перед началом концерта еще раз прорепетировали все номера. Юные артисты не подвели своих наставников, показав публике все свое мастерство. Выступили перед зрителями и начинающие певицы Милена Барциц и Сания Таня. Также был организован показ национальных костюмов, созданных Анжелой Дбар. По окончании концерта к зрителям вышли руководители проекта и детской студии Яйрума. После благодарственных слов состоялась церемония передачи «Хрустального сердца». Этот хрупкий символ перешел в руки дизайнера, автора бренда «Русико» Русудан Кобяковой, которая не захотела оставаться на стороне, когда надо помочь больным детям. Она планирует подготовить уже этой осенью коллекцию для благотворительного показа. Все средства, собранные из концерта и аукциона в рамках проекта «Хрустальное сердце», будут перечислены в помощь маленькой Виктории Айба. В арт-фойе Сухумского государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера состоялась пресс-конференция по итогам участия Русдрама в международном фестивале «Соотечественники» в городе Саранске со спектаклем «Хаджи Мурат». Постановка Русдрама была восторженно принята и зрителями, и критиками. Фестиваль «Соотечественники» ежегодно собирает русские драматические театры из всех уголков мира, радуя зрителей яркими и необычными постановками. В этом году среди участников фестиваля и труппа Сухумского государственного русского театра драмы. Несмотря на то, что коллектив Русдрама впервые принимает участие в фестивале, честь открывать мероприятие выпала именно ему. Спектакль «Хаджи Мурат» имел колоссальный успех и получил восторженные отзывы зрителей и критиков. Искренне поздравляю нас всех с таким замечательным событием.
событием в театральной жизни, в культурной жизни, что спектакль, премьера которого прошла несколько месяцев назад в Абхазии, «Хаджи Мурат», блестяще открыл международный фестиваль соотечественники. Несколько месяцев назад, когда премьера «Хаджи Мурата» прошла в Русдраме, мы тогда еще говорили о том, что это замечательный спектакль, который останется в истории театра, в репертуаре театра. На сегодняшний день это спектакль, который будет интересен, на мой взгляд, в любой стране, в любом городе. Знаменитая повесть Льва Толстого «Хаджи Мурат» практически не ставилась на театральных подмостках и не была экранизирована. Это произведение о сломе эпох, о невероятных обстоятельствах, в которых человек должен действовать, принимая вызов судьбы. Необычное прочтение повести, предлагаемое режиссером Адгуром Кови и художником Баталом Джапуа, игра актеров Русдрама произвели на зрителей незабываемое впечатление. По словам актеров, принимать участие в таком мероприятии и тем более открывать его было очень ответственно. Я играю одну из главных ролей в этом спектакле, роль сочинителя. Можно сказать, что роль самого Льва Николаевича, обзовем это так. Ответственность была колоссальная, хотя бы потому, что когда играешь дома, в Сухуми, да, и ты знаешь, что это твой зритель, который тебя любит, и в любом случае как-то, безусловно, тоже ответственно, но как-то спокойнее, потому что находишься у себя дома. Там же мало того, что это чужой город, ты не знаешь, каковы театральные традиции там, плюс это довольно престижный фестиваль, плюс это очень высокопоставленные лица присутствуют на спектакле, плюс мы еще и открываем этот фестиваль, поэтому ответственность была, даже не ответственность, а груз ответственности был колоссальный. Участие Русдрама в фестивале стало возможным при поддержке правительства республики и Россотрудничества в Абхазии. Министерство культуры очень нам помогло с оплатой расходов по транспортировке декораций в Саран, декораций, реквизита, костюмов. И я благодарю, безусловно, представительство Россотрудничества Вадима Витальевича за поддержку решений транспортных вопросов. В Саранске, когда меня спросили, поддерживают ли вас в Абхазии, мне было приятно сказать о том, что русский театр Абхазии пользуется поддержкой абхазского государства. Это было, вот я с гордостью об этом говорил. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха отметил, что успех театра за рубежом отражает высокий уровень развития культуры в республике. Успех театра, успех театрального коллектива, этот успех отражает, употребим понятие полноценность, высокий уровень развития всей системы, которая этот успех обеспечила. Речь идет не только о театре, который, по сути, такой бриллиант в этой системе, как в короне. Речь идет о органах управления культурой. Речь идет о системе подготовки кадров для культуры. Театр, как такой якорь, вытащил все эти положительные элементы системы, представив их в виде уникального театрального произведения. В рамках фестиваля соотечественники генеральный директор Русдрама был награжден медалью правительства Мордовии за межнациональное согласие, за вклад в укрепление культурных связей между народами. Коллектив Русдрама уже получил приглашение на участие в фестивале соотечественники в следующем году. А спектакль «Хаджи Мурат» был отобран для участия в фестивале «Толстой уикенд», который пройдет в июле этого года на родине великого русского писателя в Ясной Поляне. Гугуца Вардания, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Сайт Русского общества Абхазии впервые принимает участие в международном конкурсе русскоязычных сайтов зарубежных российских соотечественников «Русское зарубежье». Его организатором является Международный центр продвижения русского языка и культуры «Центрус». Конкурс проводится уже в 6-й раз, и главная его цель – формирование единого русскоязычного интернет-пространства. Заявки на участие в конкурсе подали 18 стран, среди которых Абхазия, Беларусь, Молдавия, Грузия, Канада, Испания, Германия и другие. Сайт Русского общества Абхазии был создан в декабре 2018 года. На его страницах можно получить всю информацию о деятельности Русского общества. А в разделе «Абхазия» не только прочитать историческую справку о стране, получить ключевые ссылки на различные министерства и госведомства, но и ознакомиться с перечнем основных документов и соглашений, подписанных между Абхазией и Россией. Голосование началось 1 апреля и продлится до конца месяца. На данный момент Абхазия лидирует, Грузия на 2-м месте.
Хотел обратиться к гражданам Абхазии, поддержать наш сайт, нашей организации. Мы участвуем в международном конкурсе русскоязычных зарубежных российских соотечественников «Русское зарубежье». Там порядка 8 номинаций. Мы выбрали номинацию «Сайт НКО». Участие в международных конкурсах повышает в том числе и такую народную дипломатию в плане признания Республики Абхазия за рубежом, потому что в этом международном конкурсе участвуют порядка 18 стран мира. Вот. И мы впервые, как Абхазия, тоже участвуем в таком конкурсе. Хотелось бы, чтобы мы победили. Вот. Это дело общее, поэтому рассчитываю на вашу поддержку в голосовании. Вся информация предоставлена на нашем сайте rusabkhazia.ru. Там можно в интерактивном режиме перейти на все ссылки и проголосовать. Сухумский водоканал сообщает, что 3 апреля с 12 ночи до 20 часов вечера в связи с ремонтно-восстановительными работами по улице Бегуа, Титова будет прекращена подача питьевой воды в центральной и нагорной частях города, старом поселке и в районе Вием. В завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром возможен дождь, местами туман. Температура воздуха ночью 1,6, днем 6-11 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.